Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Железнодорожный транспорт в условиях санкций. Когда и какие последствия ограничений почувствует на себе компания «Железные дороги Якутии». Гость студии Алексей Местников, заместитель генерального директора по стратегическому развитию, руководитель представительства акционерной компании «Железные дороги Якутии» в городе Якутске. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А сейчас до закрытия ледовых переправ в регион возятся грузы с продовольствием и другими товарами. Предприниматели стараются сделать запасы всего необходимого на период закрытия рек. Как работает сейчас главная станция железной дороги в регионе Нижний Бестях? Вы знаете, станция Нижний Бестях, она является главной станцией в Центральной Якутии. Кроме этой станции у нас есть и такие крупные станции, как Нерюнгри грузовая, стыковочная с дальневосточной железной дорогой, и станция Алдан, где у нас в основном происходят операции по перевозочному процессу. Да, действительно, основное увеличение грузопотока в сторону Нижнего Бестяха у нас наблюдалось с середины марта по конец марта. На сегодняшний день компания работает в усиленном режиме. У нас задействовано максимальное количество магистральных локомотивов для поезда образований в сторону Нижнего Бестяха. И на станции Нижний Бестях работают 3 маневровых локомотива. Станция работает в круглосуточном режиме на сегодняшний день. В этом году заметно увеличение грузов до станции Нижний Бестях. Мы на станции Нижний Бестях по вагонам держим двухсуточную норму выгрузки, это около 300 вагонов. И ежесуточно обеспечиваем подачу под выгрузку от 100 до 130 вагонов. Если в середине марта у нас было по дороге около 1500 вагонов и на подходе по сети РЖД 2500 вагонов, то на сегодняшний день эта цифра выглядит следующим образом, что на дороге находится около 1000 вагонов и 1500 вагонов на подходе по сети РЖД. Соответственно, ситуация уже сбалансировалась, и мы уже выходим с опережающими темпами по доставке грузов до станции Нижний Бестях. Ну и, конечно же, все груза, которые были оформлены с датой доставки до 10 апреля включительно грузоотправителями, они будут выгружены по станции Нижний Бестях до закрытия ледовой переправы и переправлены до города Якутска. Ранее в РЖД прогнозировали, что влияние санкций почувствуют в середине апреля. Какие прогнозы у компании ЖДЯ? Вы знаете, у нас основными статьями затрат по компании является это заработная плата, топливо, ну и, конечно же, запасные части. Что касается топлива, то тут увеличение стоимости топлива не наблюдается. По заработной плате она у нас индексировалась в январе 2022 года. Ну и мы заработную плату нашим сотрудникам уплачиваем своевременно, выполняем все социальные, страховые гарантии. Что касается запасных частей, основные запасные части — это запасные части на локомотивы, потому что локомотивы — это то, что нам позволяет зарабатывать деньги, сердце нашей компании. Все запасные части, которые в рамках технического регламента и технического обслуживания, они у нас запасены на 1,5 года вперед. В 2014 году, когда наблюдался резкий скачок доллара, мы пришли к мнению, что необходимо искать аналоги зарубежных запасных частей для локомотивов. Наладили контакты и нашли производство аналогов запасных частей в России, в странах Евроазиатского союза. У нас на сегодняшний день действуют контракты с казахстанской железной дорогой, Казахстан-Темиржалы, которая тоже
имеет в обороте такие же локомотивы, как у железных дорог Якутии, ну и, соответственно, имеется запас запасных частей. И мы у них закупаем. Конечно же, мы на сегодняшний день смотрим на КНР, ну и тоже там смотрим аналогичные запасные части, чтобы закупаться у них. Вот поэтому у нас проблем с этим не существует. В прошлом году железные дороги Якутии перевезли свыше 7 миллионов тонн грузов. Какие планы были на этот год и суждено ли им воплотиться? Ну, да, действительно, 7,4 миллиона тонн грузов мы перевезли в 2021 году. В этом году, в 2022 году, мы планируем перевезти около 9 миллионов тонн. Вот. Из них 7 миллионов тонн – это уголь в Южной Якутии. И, значит, оставшиеся 2 миллиона – это народнохозяйственные грузы. Конечно же, если вот эти объемы 7 миллионов тонн угольных компаний подтвердятся, мы выполним планы 9 миллионов тонн. Какие инфраструктурные проекты реализует компания сейчас и будут ли избавлены темпы? Какие из проектов в приоритете? Вы знаете, мы темпы по развитию инфраструктуры, значит, сбавлять не собираемся. Значит, во-первых, мы продолжаем строить железнодорожный подъездной путь к реке Лена. Мы его начали в 2020 году. В этом году у нас в бюджете заложено 200 миллионов рублей, которые мы должны освоить по данному проекту. Будем достраивать подъездной железнодорожный путь до федеральной дороги Лена, ну и начнем путепровод через федеральную дорогу. Для этого закуплены нами необходимые материалы, ну и будем строить. Во-вторых, значит, продолжим стройку подъездного железнодорожного пути по договору с Колмар до месторождения Наглинский 2, до обогатительной фабрики Наглинский 2 мы будем строить, достраивать подъездной железнодорожный путь и саму станцию, железнодорожную станцию. Ну, где-то там общая сумма договора 3 миллиарда рублей. Вот. И кроме этого, в этом году мы будем строить новую железнодорожную станцию ТИТ для погрузки и отправления железной руды из месторождения Севаглинское. Вот. В этом году, значит, компания Мечел уже собирается выполнить отгрузку первой продукции в объеме 300 тысяч тонн. Ну, и мы тоже как бы ориентируемся на эту цифру и в этом году должны построить железнодорожную станцию. Мы являемся инициаторами строительства социально значимых объектов и экологических объектов по городу Томот. Это музей промышленности, это рыбоводный завод по воспроизводству водно-биологических ресурсов в бассейне реки Алдан. Значит, что касается музея промышленности, мы в этом году уже начали проектирование, начнем строить. Ну, и думаю, что в следующем году, ну и сам рыбоводный завод тоже в том числе, и в следующем году завершим эти объекты. Санкции практически разрушили привычные логистические цепочки. В такой сложной ситуации реализация какого именно проекта считается наиболее перспективной? Ну да, действительно, на сегодняшний день от товаропроизводителей до, значит, покупателей логистическая цепочка нарушена, и многие, значит, предприятия начинают ориентироваться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот. Ну и, соответственно, смотрят другие логистические цепочки. Ну, на наш взгляд, наиболее перспективным в этом случае является, значит, выход к Магаданскому морскому торговому порту, вот, железной дорогой. Вот. И это даст соответствующее социально-экономическое развитие как бы двух регионов, это Магаданской области и Якутии. Значит, идея строительства данной железной дороги, значит, преследует цель, так сказать, подвоза, круглогодичного подвоза материалов, топлива, другой продукции на, значит, предприятия, старательские артели на границе
Якутия и Магаданская область. Ну и кроме этого есть транзитный потенциал перевозки грузов через Якутию до Магадана. Потому что на сегодняшний день уже наблюдается перегрузка восточных морских портов, которые идут по значит, БАМу, вот, по Транссибу. Ну и, соответственно, данный транспортный коридор позволил бы разгрузить вот эти вот логистические цепи. Алексей Александрович, спасибо, что ответили на наши вопросы. О работе компании «Железные дороги Якутии» в условиях санкций мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.